хочу предоставить слово председателю Кенеша МИФРК Энверу Айдыровичу Кузинову. Спасибо. Добрый день, уважаемая конференция. Действительно, наши организации приняли заявление, с которым мы хотим вас ознакомить. И в целом, так сказать, или изначально суть состоит в следующем. Путь евроинтеграции, который выбрала Украина, породил процесс активного обсуждения в обществе, а также процесс экспертного оценивания ожидаемых по этому поводу результатов. Естественно, что при обсуждении сегодня везде затрагиваются практически все без исключения вопросы развития страны и проживающего в ней сообщества. Это такие проблемные вопросы, как государственное устройство и строительство, внутренние и международные экономические отношения, социальные блага и гарантии, развитие сферы культуры и образования, вопрос, связанный с цементированием межнациональных отношений и созданием условий безопасности и устойчивого развития. Для Крымского региона в целом и для крымско-татарского народа в частности, решение всех этих обозначенных проблем чрезвычайно актуально. Мы убеждены, что крымские татары не желают интегрироваться в Европу как люди второго сорта, как бесправные, плохо образованные, лишенные доступа к материальным и социальным благам, испытывающие неявную, скрытую дискриминацию во многих сферах своего бытия. Мы убеждены также, что и Евросоюз совершенно не заинтересован включать Украину в ассоциированные члены с таким незавидным багажом. Крымско-татарская общественность в лице организации МИФРК, Крымско-татарского народного фронта и других организаций считают, что действенным началом решения проблем может и должен стать принятый парламентом Украины закон о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Принятие закона именно в таком звучании и соответствующим этой формулировке содержанием позволит снять все правовые проблемы, связанные с действием актов репрессионного характера, как в отношении всего народа, так и в отношении отдельных его представителей. Позволит создать основу для возрождения коренного народа на его исторической родине. Позволит разработать, принять и практически реализовать программу его реабилитации в политико-правовой, экономической, социальной и культурной сферах. Позволит укрепить демократические нормы развития государства и общества и повысить авторитет украинской державы на международном уровне. Разработка и принятие такого закона было прямым поручением президента Украины, Кабинету министров и Верховной Раде Украины еще в 2010 году. Но до сих пор это поручение так и осталось невыполненным. О необходимости принятия такого закона и соответствующих ему нормативных актов говорится и в рекомендациях соответствующих комитетов Организации Объединенных Наций и экспертных отчетов специальных миссий ОБСЕ. Сегодня мы также еще раз заявляем об этом, считая безотлагательным решение правовых вопросов, которые должны регламентировать жизнь и развитие целого народа. Суда касаются, безусловно, и другие нормативные акты, которые могли бы быть приняты в отношении граждан, которые подверглись репрессиям и представляют собой другие этнонациональные группы. Я должен сказать, что крымско-татарская общественность в свое время разработала и передала в соответствующие органы Украины 3 разных законопроекта, каждый из которых в достаточной мере проявляет, так сказать, солидность рассмотрения правовых вопросов, связанных с защитой коллективных прав крымско-татарского народа. Последний законопроект, который был разработан МИФРК и прошел общественные слушания соответствующего порядка, также был передан. На него мы получили соответствующие достаточно положительные отклики, но вопрос где-то застрял
так сказать, в кабинетах Верховной Рады. До сих пор не проявлена политическая воля по его принятию, а это тормозит, в общем-то, решение многих вопросов, касающихся как самого народа, так, в принципе, и крымского сообщества. Поэтому вот один из основных вопросов, который лежит в основе нашего заявления, и является вопрос законодательного характера. Спасибо.